У нас у всех это сложилось еще, вот я же сейчас задел еще советское время и столкнулся еще в школьные годы. Так что такое дефицит? Это вообще отсутствие товара. Да, что то нету. Нету его. Дефицит это значит нету. Мгм. Министерство финансов, когда формирует бюджет, он приносит на рассмотрение в парламенте утверждение бюджет с дефицитом. То есть у всех складывается впечатление, Чё-то не хватает. что-то не хватает, а Где чего не деньги, принесли, Зин? да. Да. Ну, тогда бы это было бы не Министерство финансов, если он принес бы бюджет несбалансированный. М. Дефицит это параметр, который имеет несколько аспектов покрываемости. То есть мы приносим бюджет с показанием дефицита, но с источником его покрытия. Вот он называется А сбалансированным. то мне, прошу прощения, М, Кинжи Тайбаке, знакомый мой звонит с Таласа и говорит: мгм. "Это чё дефицит, Слава, объясни". Я говорю: "Ну, наверное, чё-то не хватает". "Это чё, я пенсию не получу, что ли?" Я говорю: "Я министру этот вопрос задам". Да. Вот. Я сейчас очень просто скажу. Дефицит, вот сегодня, да, мы говорим о 35 миллиардном дефиците. Да, у нас конкретно очень Серьезно, да, много, да. накрыло. Но если мы сейчас тихо его разложим, что это такое дефицит, вы увидите, что она состоит из определенных, там, скажем, категорий. Что такое спецсредства? Спецсредства– это госучреждения, которые имеют возможность зарабатывать сами средства, оказывать какие-то Мгм, услуги. мгм. И очень проще скажу. Вот, вы работаете на своей работе, у вас есть зарплата, и вы на эту зарплату планируете свои расходы. Скажем образно, 100 тысяч сомов в год вы получите. Так. И вы на 100 тысяч сомов сделаете свои расходы. То есть у вас сбалансировано все. Мгм. И вы лишнее не можете заплатить, потому что вы должны рассчитывать на 100 тысяч. Ну, вот в конце года руководитель ваш говорит: молодец, Слава, хорошо отработал. Вот тебе еще 20 тысяч премия. Круто. Да, вы берете 20 тысяч, но вы же не планировали расходы. И Мгм. говорит: я потом потрачу в карман. Год закончился, начался Новый год. Вот вы опять планируете на 100 тысяч, но у вас еще 20 тысяч осталось в кармане. Мгм. И, Слав, ты говоришь: я давай куплю-ка телевизор. У меня же Гулять так 20 тысяч гулять, есть да. же, гулять-то гулять. И вот тогда, когда вы запланируете купить телевизор, и на это у вас есть деньги 20 тысяч, это уже дефицит. М. Это уже Вон дефицит. оно что. Да. То есть мы об этом и говорим, что у нас по спецсредствам порядка около 6-6,5 миллиарда сомов. Это дефицит по спецсредствам, которые госорганы в прошлом году заработали, но не успели их потратить. В этом году они хотят их потратить. Естественно, это образует дефицит со своим источником. По-моему, вот, ну. Вторая часть Ага. есть еще. Это по госинвестициям. Вот у нас депутаты очень много критикуют, зачем вы много берете кредитов. Мгм. Вот мы сегодня берем кредиты, потому что они очень льготные, во-первых, высокольготные, и мы в основном берем на инфраструктурные проекты. Строительство дорог, ирригации, эм, э, энергетикам берем. И вот то же самое. Все, что мы берем в кредит, это есть дефицит. М. Вот. Поэтому инвестиционный дефицит у нас порядка 14-14,5 миллиарда сомов. Мгм. То есть мы хотим продолжать строительство дороги? Да. У нас договор есть, то есть источник определен. И таким образом у нас вот эти порядка 14-14,5 миллиардов– это инвестиционный дефицит со своим источником. То есть определенные доноры, деньги, они уже готовы лежат, осваивать вы будете получать. Мгм. И таким образом у нас получается 20 миллиардов дефицита– это уже покрываемая, уже понятная часть. То есть С кредита. с Ага. кредита все. Мы когда спрогнозировали, произошли глобальные мероприятия, да, вот эта война на Мгм. Украине, естественно, она задела абсолютно не только нас, весь мир задела. И она вылилась в определенных недопоступлениях, в разрыв экономических связей, вот, в пошлинах, то, что мы должны были получать. У нас самый большой партнер– это Российская Федерация, он находится под санкциями. Все это, естественным образом влияет. Намаукнулось это. Да, и, естественно, это влияет на поступление доходов наших. Вот это в связи с этими всеми событиями у нас произошло выпадение порядка 10 миллиардов сумм по доходам. Обалдеть. Это первое. Второе, у нас в сентябре произошло трагическое событие на границе с Таджикистаном. Мгм. И нам экстренном порядке нам нужно провести соответствующие мероприятия по восстановлению социальных объектов наших, жилых домов наших граждан. Ну, естественно, есть и вопросы части оборонного характера. Мгм. Вот это как раз-таки непредвиденные произошедшие мероприятия, они нас вынудили
произвести дополнительные необходимые расходы. Мгм. Вот это, я скажу, примерно порядка около 15 миллиардов сомов это нам так вылилось. Вот что мы сделали? Естественным образом пришлось отказаться от наших некоторых расходных обязательств, которые уже были в бюджете. Все госорганы провели оптимизацию, то есть попросили их отказаться от некоторых наших расходов, ихних расходов, естественно. Но это на зарплату никак не отразится. Нет, нет, А то, кроме всех защищенных ну, статей. знаете, в комментариях сразу, зарплату Нет. отбирают, все пропало. Нет, нет, Мгм. никогда такого не было. Вот я в системе Министерства финансов всю свою сознательную жизнь вообще-то А я работаю. прошпионил, да. Да. И никогда такого не было, что мы именно защищены статьей труда. Никогда такого не было и нет, и не будет. Мгм. Сегодня наша страна, наше государство в своем, скажем, развитии и в доходах наших поступлений, потом я остановлюсь на наших доходах, имеет все возможности выйти даже на профицитную часть. И мы это спрогнозировали, и прогнозируем порядка где-то к 2024 году, в бюджете 2024 года уже у нас будет профицит.